Вот такой вот вид. Вот такие вот просторы открылись. Это все 3 дня назад было еще без воды. Вот она, долгожданная вода. Ну и заходим в шалаш. Предвкушение прекрасного. А вот такой вот вид у меня получается изнутри. Вот такая чурочка. Не взял стул, потому что на стуле затекают ноги. Вот. У чурки чехол. Вот такой. И сверху еще спальник. Вот так раз. Нормально получается. Тут еда, шмотки, вода, чай, патроны, одежда на ночь. На ночь. И вот они. Мои хохлатые черники. Вот они, 3 штуки. Вон самец. Раз, два, 2 самки. И 4 чучела там. Вот они далековато, правда, если дальше будут садиться. Если вчера я сидел там. Так, что-то крякает. Трескунок, чирок, трескунок. Если я вчера сидел здесь и до кустов, можно было стрелять. Где-то что-то. Где-то рядом. Где-то здесь, недалеко. Плавает. Так вот я говорю, если вчера я вот сидел здесь и до кустов можно было 100% стрелять убойное, то сейчас уже далековато, метров 70-80 получается. Даже больше. Не знаю. Ну, попробуем, может будут налетать. Попробуем пострелять в лед. Ладно, будет видно. Пока тишина, никто нигде не стреляет, лодки разъехались. Все рассаживаются по своим местам. Жаркий день, прекрасный был, красивый закат. Завтра, говорят, еще тоже хорошая погода будет, потом к воскресенью. Через 2 дня она испортится. Но пока просто благодать. Вот такая вот красота. У нас лягушки квакают по всему лугу. 7 минут 10 прозвучал первый выстрел снизу. Значит, что-то шевельнулось. Пока говорил с Серегой, пролетел один чурок. Ну и тут трескунок все так трещал и перестал. Квакают лягушки по всему лугу. Вечереет, но над озером не летают утки. А мы будем их ждать, потому что вот где-то там в кустах что-то крякнуло. Утка есть, она вся затихарилась. Вся затихарилась. Вот чирок. Вот он. Видели? Сейчас покажу. Вот закон подлости. Как только достаю камеру, обязательно что-то налетает. Утром сегодня 3 раза. Полчаса нет уток. Даже больше бывает ни одной утки. Все, достаю камеру, показать вам, поговорить с вами. И в этот момент просто налетают. Естественно, у меня ружья в руках нет. Камеру не бросаю и все. Такие вот пироги. Так, ну что. Экшн камера у меня. Я не знаю, что с ней. Пишет CD-карта. Возможно, переполнена CD-карта.
64 гига у меня была. Почему так быстро, я не знаю. Или она что-то крякнула. Карта памяти была запасная на 32 гига. Ну такая дешманская. Поставил, проверил. Работает, но тормозит с включением капитально. Видать, что-то не то. Видать, скорость не та. Не знаю, как получится съемка, но что-то попробую заснять. Если что-то получится, то хорошо. Ну, нет, так нет. Вчера я кое-что поснимал. Пару раз вроде бы даже камера была включенная. При выстреле, как пострелял, в лед падали и все. Посмотрим. При монтаже будет видно. Вот. Идем. Одеваем ту камеру. Ну, попробуем заснять. Может, что-нибудь да получится. Вечерка все равно фигня. Сейчас скоро стемнеет, вообще ничего не будет видно. В палатку мы сегодня опять не идем. Спим на месте, потому что ночи уже короткие. А часик я могу и в спальнике кимарнуть буквально на час. Когда уж совсем темно будет и не видно. А если будет летать или садиться, то может и вообще спать не буду. Сегодня днем получилось поспать 2-3 часика. Это вполне достаточно. Все, друзья, все. Меняем камеру и будем ждать. Вот. Да сраный ты чирок. Пошел ты в задницу. Бля, плывет ведь кусты, а? Нет, вроде бы все. Три патрона сожрал, блин. Я не буду больше стрелять нахрен. Пусть уплывает, если хочет. Вроде готов. Блин, все-таки расстояние. Мои выстрелы ты слышал сам? Да. Или в камеру? В телефон сначала, а потом где-то через секунды 2-3 твои А. на улице. Ну, вроде один чирок остался, вроде... Ладно, сидим, увидим. Ты, если там сыро или неудобно, соберись, да едь сюда. Что-то утром придумаем. Или в тот шалаш, если суша есть, посидеть. Или с одного уже на крайняк посидим. Да, так-то сижу пока, если совсем то не затопит. Ну смотри, в общем, звони, если что, давай. Давай. Так, друзья, у нас вроде бы один чирок остался. Он, как видели, патроны он любит кушать. О, Никитос. Бля, так, мне надо патроны, наверное. 2 патрона осталось. Ну все, пока выключаемся. Время 11 часов. У нас тишина. Никто нигде не стреляет. Стемнело. В принципе, вот здесь вот, где зарево, даже видно. Если сядет кто-то, можно стрелять, но никого нет. Кроме лягушек. Никто не крякает, никто не летает. Утки нет. Будем ждать утра. Часик смело можно полежать. Не знаю, видно, не видно. Он приготовил, постелил вот под низ чехол из-под ружья. Он поролоновый. Вот он. Чехол из-под ружья. Тут под голову подложил палатку. Поджопник. Штаны теплые. И спальник. Вот такой вот спальничек. В общем, оделся, друзья. И с термоса сейчас хапану кружечку горячего чая с пряничками. И часик попробую поспать. Поставлю будильник на 12:30. Даже на 15 минут первого, наверное. Ну, в принципе, если утка будет садиться или пойдут выстрелы, я услышу, если пойдет раньше. До свидания. Всем спокойной ночи.
Надеемся, вечер не получился. Ну как не получился? Одна утка добыта, и это хорошо. Завтра, надеюсь, мы ее достанем. И будем надеяться, что завтрашнее утро порадует нас хорошими перелетами. Все, всем пока. До завтра. Подплыви сюда поближе, я тебя здесь добил. Тут стрелял метров 70, наверное, было. В общем, друзья, сколько время-то? Времечко. 5:13, вот это я поспать. Проснулся в час. Уток не было. Холодина собачья. Весь замерз. Бедный Ромка, наверное, тоже там замерз без... Я хоть в спальнике. Он вообще без спальника. Посидел, уток нету, залез обратно в спальники. Спать, кое-как согрелся. Вот. Ни перелета, ни свиста уток не было. Вот проснулся от того, что чирки свистят, подсели чирки, видать, и свистят. Я посмотрел, чирков не вижу, зато увидел вот эти вроде бы хохлатые черники. 3 или 4 там сидело. Ждал, не соединяю его, не подплывают. Смотрю, вроде в кучно сидят. Пах. Осталась только одна. Остальные улетели. А чирки как свистели, так и свистят, даже не улетели. Хоть немножко теплее стало. А вон чирка еще ночью добыл. Это еще вечером только как спать лег. После 10. Ну что, сейчас звоню Ромке, узнаю, как у него дела. Шалаша я вижу. Есть. Одинокий самец подсел удачно к шалашу. Вот он. Вот он, друзья, вот он. Сейчас попробую показать на другую камеру тоже. Руки немного дрожат от волнения.
Вроде бы не первый раз все это. Каждый раз, как в первый раз, волнение зашкаливает. Ладно, когда утки много, как-то все проходит так, как надо. А так, когда утки нет, и как бы за 5-6 часов садится 1-2 утки, то начинает адреналинчик так вырабатываться. Вот. Начала крутиться. Лишь бы не ожило. Бывает такое, крутится, потом встает на крыло и улетает. Ну, это вроде точно кранты. Ну вот. Получается, у нас одного черка я уже подобрал, который вот рядом с берегом был. Вот такой вот черок-трескунок ночью рано. Вчера вечером. Ну, ночью, короче. Подсела стайка. Тут недалеко в траву прямо. Разлитую траву. Так, походу надо добивать. Что-то она голову подняла. В общем, достал я эту утку. Одна где-то в кустах, одна хохлатая, там в траве. И вот это, что-то подозрительно она поднялась опять. Надо, наверное, не жалеть патронов, добить ее. Иначе будет хуже. Если начнет нырять, то пиши пропало. Живучая. Лучше я добью ее. Что-то она мне не нравится. Живая еще. Вот эти черненькие патроны. Они хреновенькие. Еще живая. Да что ты? Ладно, подождем. Вот живучая-то. Все нырнуть пытается. И ныряет. Нырнула. Вот тянате. Не, друг. Вот теперь точно готово. Фу. А бывает так. Изображают из себя дохлых. А потом или улетают, или нырнут, и ты их больше уже не найдешь. Показать, как я еще досылаю патроны, это для меня мука. Вон, пальцы уже все разбиты. Вот так вот делай.
Потом этим пальцем досылаю. Если надо быстро перезаряжать, то это у меня уже не получится. Ну все, теперь вижу, что утка готова. Вот теперь можно смело говорить, что раз, где-то там два. Что-то уже, правда, ее не вижу. Где-то там должна быть хохлатая. Если также не ожила и не ушла куда-то. И течение что-то пошло в левую сторону. Это может говорить только об одном. Вода пошла на убыль. Потому что она заходит с реки сюда. Вода прибывает, течение направо. Вода убывает, течение налево. Ну вот, теперь вижу, что она готова. Колем, друзья. Мало, очень мало уток. Считай, за все утро второй хохлатая чернить. И получается один чирок шалаши, один где-то вот в тех кустах должен быть, которого я добыл вчера вечером. Вечер-утро 4 утки. И то еще не собрано. Окончательно можно будет говорить о результате только когда я их соберу. Слабовато. Роман вообще не стрелял. Говорит, боится чучелов. Широконоски подплывали, но останавливались и уплывали. Как-то вот так. 7:47. Ночь прошла. Перелета уток так и не было. Лодки одна за одной едут домой, в сторону дома. Лодка 5-я, наверное, уже едет. Тоже выстрелов было немного. Буквально по 2-3 выстрела снизу, 2-3 выстрела сверху и все. Не знаю, почему утка не летит. Мне удалось добыть вот 2 хохлатые черники. Чирка, вот здесь, который рядом сел вечером. И связь. Того чирка, который я вчера вечером первого добыл, вы сами видели, он был уже готовый. Плыл вот там вот в кустах он был. Сначала Ромка проехался, потом проехался я. Так и не нашел. Видать, сова или ястреб подобрали. Ну и ладно, им тоже кушать надо. Кстати, это скелет нашел утки. Да В кустах валяется, съеденный полностью. Остались крылья, хребет. Потом, если что, если там буду засниму, короче, камеру сейчас не брал. Крылья, скелет, лапы, все на месте. Какой утки? Вот я не понял, или кряква. Скорее всего, кряква, похожая на крякву. Просто он в воде уже это, ну, лапы вздулись. Лапы красные, стали оранжевые. Или крахаль, может сказать. Ну, у крахаля другие крылья. Крылья похожие на кряквины, получается. Так у нас не было подранков кряк. Ну, значит, первые кряквы еще, которые здесь были, когда лужа была. Возможно, да и в лед ведь стреляли. Там, я помнишь, говорил, крякву-то тоже, ну, на том озере. Может, сплавился до сюда. Тут с Серегой мы стреляли крякву, она на берег перешла, может, пошла туда, там сдохла. Все возможно быть. Они же такие, спрячутся в кусты, пока не сдохнут, блин. Вот. Решение такое. Роману мой шалаш понравился, сказал, здесь комфортно, я буду здесь жить, я буду здесь спать. Вот. До того комфортно, что я вот пока искал утку, к нему подсела утка, проплыла здесь напротив шалаша, посидела, думаю, что Ромка не стреляет. Думаю, ну, наверное, выцеливает или ждет, чтобы поближе. Потом утка улетает, я прихожу, Ром, говорю, что ты не видел? А, что спишь? Говорит, нет, не сплю, лежу, смотрю, слушаю все. Я говорю, а как утка садилась, проплыла, взлетела, не слышал? Нет, не слышал. Ну, в общем, ему так комфортно, что ему не до охоты пока, да, Роман? Вот. Отохотились уже. Нормально, могут еще и днем подсесть хохлатые. Ну а я пойду подниму продольники, не говорю проверять, буду поднимать. Во-первых, червей осталось там очень мало, они мелкие, это займет очень много времени, это во-первых. Во-вторых, вода прибывает, продолжает прибывать, и я боюсь, что потеряю даже те продольники. Это во-вторых. В-третьих, как бы уже отнимают очень много времени эти продольники.
И я успею половить на продольнике и возле дома. Так что поднимаем. Заканчиваем сезон продольников. Вечерку, утрянку еще поохотимся. И завтра будем выдвигаться домой. Чтобы завтра не терять времени на подъем продольников, поднимем их сегодня. И очень тепло. Рыба, ну, надо чистить. Опять же, надо солить. Это тоже занимает время. Будем заниматься этой рыбалкой уже дома. А сегодня также мы проверим те 3 сеточки, которые я закинул на заливных лугах. Посмотрим, что там попадется.